Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как пьяный водитель УАЗа, снеся забор частного дома, пытался уехать с места происшествия. Он сопротивлялся, не хотел выходить из машины, хотел уехать. Расскажем, как мужчина прямо на тротуаре попал под колеса «Лады», а на улице Сахарова человек скончался, упав с лестницы пешеходного перехода. А также, украв в одном ломбарде, тут же сдал в другой. Схватил вот эти цепочки, с магазина удалился. Задержан подозреваемый в хищении драгоценностей. И как пенсионер лишился денег из банки, примеряя куртку. За что задержан, расскажите? Продал дедушка куртку. Это и не только. Прямо сейчас. Тело мужчины обнаружили прохожие ранним утром на улице Сахарова. По предварительным данным, незадолго до гибели мужчина упал с лестницы надземного пешеходного перехода. После падения он встал и направился в павильон фастфуда, где попросил воды. Затем вышел на улицу, прошел несколько метров и упал. И хотя очевидцы вызвали медиков, помочь мужчине уже никто не мог. Врачи констатировали смерть человека. Не исключено, что в момент падения он мог быть пьян. 35-летний мужчина утонул на реке Кама в селе Атабаево Лаишевского района. По данным МЧС, он, будучи пьяным, вместе с женой вышел на воду ночью на пластиковой лодке без спасательных жилетов. В какой-то момент судно перевернулось, и люди, оказавшиеся в воде, стали звать на помощь. Ситуация осложнялась тем, что все происходило в районе 11 часов вечера, и увидеть тонущих местные жители не могли. Лишь спустя 40 минут им удалось спасти 34-летнюю женщину. Она держалась за перевернутую лодку. Мужчину уже больше никто не видел. Его тело в 70 метрах от берега нашли водолазы лишь на следующее утро. Обстоятельства произошедшего выясняются. Как напоминают в ГИМС, с этого года при движении на маломерном судне по воде обязательно необходимо надевать на себя спасательные жилеты. Штрафы за отсутствие средств спасения возросли в 40 раз, с 500 рублей до 20 тысяч. Водитель Рено сбил 59-летнего мужчину на пешеходном переходе на улице Танковая. Пострадавшего госпитализировали. Серьезных травм он не получил, а потому после осмотра был отпущен домой. Водитель иномарки признал вину, отметив, что не заметил пешехода, в том числе из-за плохих погодных условий. Вот вы знаете дорогу? А вы не заметили, что? Сильно где там, где были? 32-летний житель Казани прямо на тротуаре на улице Завойского попал под колеса «Лады». ДТП произошло около 9 часов вечера. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки якобы в темноте не увидел пешеходный переход, а тротуар принял за проезжую часть. И дальнейший свой путь продолжил уже по пешеходной дорожке. В этот момент навстречу машине шел мужчина, и водитель легковушки не успел затормозить. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Но 33-летний водитель «Лады» утверждает, что никого не сбивал. Как и почему оказался на тротуаре, теперь он будет объяснять сотрудникам ГИБДД на разборе происшествия. Нетрезвого водителя УАЗа задержали очевидцы на улице Пихтовая. По их рассказам, пьяный автомобилист снес забор частного дома, а потом захотел уехать. Неравнодушные жители отобрали у мужчины ключи и вызвали на место автоинспектора. Айрат Назипов был на месте аварии. Он сопротивлялся, не хотел выходить из машины, хотел уехать. То, что с водителем буханки что-то не так, местные жители поняли сразу. Автомобиль протаранил забор одного из домов, после чего мужчина, сидевший за рулем, попытался просто уехать с места происшествия. Но сделать этого ему не дали. Как только очевидцы подошли к машине, им все стало понятно без объяснений. Они отобрали автомобилиста ключи и вызвали на место сотрудников ГИБДД. Он пытался дальше уехать, дальше кататься по садовому обществу. Мы вытащили их из машины, чтобы они дальше не ехали. Он не пытался воспрепятствовать как-то? Но нет, он уже не в состоянии, потому что он в алкогольном опьянении очень сильном. Он уже спал, что ли, получается, да? Нет, не спал, просто выходил, шатаясь. Но у нас постоянно здесь дети катаются. Каждый день у меня у самой 3 детей, и они катаются. И пришел вот сын, говорит, ничего страшного, ничего страшного. Сын водителя УАЗа всячески пытался отвлечь внимание окружающих от своего отца. Он даже взял вину на себя и рассказал свою версию произошедшего. Задом спускался бы. Тормоза отказали, ударил забор. Ну вы? Да. Угу. А соседи что говорят? Будто отец мог быть за рулем. А почему они так говорят? Спросите вот у них. Впрочем, в эту версию автоинспекторы не поверили. К тому же сын предполагаемого виновника аварии путался в своих же показаниях. Машина заглохла. Вот да. Водителю УАЗа предложили пройти экспресс-тест на алкоголь на месте. Он не отказался. Результат был предсказуем.
Состояние алкогольного опьянения установлено. Понятые, смотрим. Теперь мужчина, скорее всего, лишится водительских прав и оплатит крупный денежный штраф. Также ему придется возместить причиненный материальный ущерб. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Детское автокресло спасло жизнь ребенку в аварии на трассе в Зеленодольском районе. Как отмечают в ГИБДД, водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ладой Калина. После этого отечественный автомобиль отбросило в Subaru Forester. В салоне Лады находился 3-летний ребенок. Только благодаря тому, что он сидел в правильно подобранном детском кресле, а водитель был пристегнут ремнями безопасности, трагедию удалось избежать. 58-летняя женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Пестричинском районе. Возле села Старое Шигалеево врезались Kia и Seat. По предварительным данным, водитель последний выехал на полосу встречного движения и въехал в Kia. Женщина, управлявшая корейской иномаркой, была госпитализирована. Момент ДТП был снят видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля. На записи видно, что дорога была абсолютно пустая. Предполагаемый виновник аварии либо уснул, либо ему стало плохо. В причинах произошедшего будут разбираться в ГИБДД. Хотел купить куртку, а остался без единого гроша. В селе Нижняя Мактама, это в Альметьевском районе, у 89-летнего пенсионера украли все его сбережения. Мужчина только на секунду отвлекся примерить верхнюю одежду, которую продавал пришедший к нему домой молодой человек. Деньги он хранил в банке, обычной, стеклянной. И только благодаря прозрачности быстро понял, что вклада там больше нет. Юлия Гоголева с продолжением истории. За что задержан, расскажите. Продал дедушка куртки. Когда продавец ушел, пенсионер понял, продажа куртки была всего лишь предлогом, чтобы зайти к нему домой. Мужчина позвонил в дверь, спросил, не нужны ли постельное белье и верхняя одежда. Куртку 89-летний мужчина решил примерить. Когда пенсионер отвлекся, продавец взял деньги и убежал. Остальные банки увидел деньги, положил руку. В этой банке пенсионер и хранил все свои сбережения. Сумма для пожилого человека была немаленькая – 64 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, и задержали его в Ульяновской области в тот же день. Им оказался нигде не работающий, ранее несудимый 30-летний мужчина. Свою вину отрицать мужчина не стал и даже возместил пенсионеру ущерб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Юлия Гоголева, Елена Соляхова, вызов 112. 33-летнего мужчину задержали следователи уголовного розыска по подозрению в краже драгоценностей из ломбарда в Альметьевске. Мужчина попросил сотрудницу показать украшения, после чего схватил ювелирные изделия и убежал. Все происходило перед камерами видеонаблюдения. Мужчину задержали в кратчайшие сроки, но уже в Бугульме. Айгуль Бадрудинова узнала, что, украв драгоценности из одного ломбарда, подозреваемый тут же сдал их в другой. За что задержан? Задержан за кражу ювелирных изделий. Позже на допросе он признался, мысль об ограблении пришла спонтанно, когда просто гулял по Альметьевску и увидел ломбард. К тому же опыт у 33-летнего мужчины уже был. За грабеж он уже отбывал наказание. Было 6 часов, примерно вечера. Просил девушку выложить несколько цепочек золотых. Долгожданная добыча была всего в нескольких сантиметрах от него, но продавец была рядом. Чтобы отвлечь ее внимание, попросил показать еще и крестик. Когда девушка отвернулась, завладеть желаемым ему больше ничего не мешало. Схватил эти цепочки и с магазина удалился, все, бежал. Девушка-продавец нажал на тревожную кнопку, но к приезду правоохранительных органов молодой человек уже сбежал. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. После ограбления мужчина забежал в подъезд соседнего дома, переоделся, вызвал такси и поехал домой. Часть краденого он продал за 71 тысячу рублей в одном из ломбардов города Бугульмы. Остальные изделия спрятал в съемной квартире. Сотрудница ломбарда подозреваемого уже опознала. Из его квартиры изъяты непроданные украшения. Так что доказательств его причастности к преступлению у следователей достаточно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли задержанный к аналогичным случаям. Айгуль Бадрудинова, Елена Соляхова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.